Ассаламу алейкум, приветствую всех. Огромная просьба, распространите это видео максимально, чтобы оно дошло до руководства Чеченской Республики и обратили внимание на дело Халида Азматгириева. Вот так Халид выглядел до ареста. А вот так Халид выглядит сейчас. Халид сидит по сфабрикованному делу попытка убийства, хотя это была самозащита. Человек, покушавшийся на жизнь Халида, выстрелил 3 раза ему в живот, после чего Халид нанес ему 2 ножевых ранения, истекающего кровью, посадил его в свою машину, отвез его в людное место, попросил людей вызвать для него скорую и тем самым спас ему жизнь. Но на него повесили эту статью, так как следователь, ведущий дело Халида, оказался сокурсником потерпевшего. Они когда-то вместе учились. 7 лет Халида держали в одиночке, избивали его, пытали, обещали ему, что он живой отсюда не выйдет. У него полностью сломана психика. Он вскрывает себе вены каждый раз при любой возможности. Последний раз он вскрыл себе живот. Десятки. Вот, пожалуйста, смотрите. Держите его, держите. Ну что же вы, блин? И 10 сантиметров внутренности вывалились. В этом состоянии его увели в камеру, избили и сломали ему ребра. У защиты есть огромное количество доказательств, видеосъемка, аудио, разговоры. Все ходатайства защиты судья отклоняет. Судья проводит суд, не уведомляя защиту, добавляет срок Халиду. Просто послушайте, что говорит адвокат Халида Азматгириева. Меня зовут Юрий Владимирович, фамилия моя Ткаченко. Я осуществляю защиту уроженца Чеченской Республики Азматгириева Халида Адамовича, который отбывает срок лишения свободы в исправительной колонии номер 18 в Республике Мордовия. Итак, я вместе с адвокатами Ашимовым Маратом Рафиковичем и Музаевым Анасом Муртазовичем защищаю Халида Азматгириева, который отбывает свой 8-летний срок в колонии строгого режима номер 18 в поселке Потьма Зубово-Полянского района Республики Мордовия. До конца срока ему остается меньше 2 месяцев. Более 7 лет он не выходит из-под крыши, перемещается из штрафного изолятора в помещение камерного типа и обратно, находясь в одиночной камере и не выходя из лагеря. Все это время он подвергается побоям, унижениям, издевательствам и провокациям со стороны администрации лагеря. Разными методами его склоняют к суициду, открыто говоря, что из лагеря он живым не выйдет, чему есть многочисленные свидетельства. Доведенный до отчаяния, он регулярно вскрывает себе вены, живот. Лезвие, которое он использует при этом, он может получить, находясь в одиночной камере, только от сотрудников колонии. Это ли не доведение до суицида? В 2020 году его спровоцировали на применение силы заместителю начальника колонии строгого режима номер 18 Климкину, после чего осудили и добавили срок, вернув в ту же самую колонию, где он находится и сейчас. В конце прошлого года администрация колонии строгого режима номер 18, сфальсифицировав материалы проверки, а руководил комиссией по сбору этих материалов заместитель начальника Климкин, тот же самый, являющийся потерпевшим по предыдущему уголовному делу в отношении Азматгириева. Как это назвать, если не сведение счетов? Таким образом, администрация колонии продавила через Зубово-Полянский отдел Следственного комитета России возбуждение уголовного дела в отношении Халида Азматгириева по статье 321 Уголовного кодекса Российской Федерации за якобы дезорганизацию деятельности исправительной колонии. 2 сотрудников колонии, являющихся главными и единственными свидетелями обвинения, пошли на сделку с совестью, прекрасно понимая, что без вины загоняют человека на дополнительный срок, несмотря на то, что единственная видеозапись, являющаяся доказательством, которая была сделана с регистратора, находящегося на груди так называемого потерпевшего, и которая находится в материалах дела, и которую я готов представить для проведения любой независимой экспертизы, так вот, на этой видеозаписи отчетливо видно, что Халид Азматгириев никакого преступления, может быть оскорбления, не совершает. Однако, несмотря на полное отсутствие доказательств, Зубово-Полянская районная прокуратура направила уголовное дело в отношении Азматгириева в суд, который сразу же стал на сторону обвинения. Отклонив десятки обоснованных и мотивированных ходатайств 3 защитников Халида Азматгириева по соглашению,
в том числе о предоставлении подсудимого переводчика, судья Зубово-Полянского районного суда Кузьмин, нарушив закон, дождавшись отсутствия 3 защитников Адмазгериева по соглашению, воспользовался своим карманным адвокатом, а другого цензурного слова я здесь не подберу, провел судебное заседание и 28 сентября планирует огласить неправосудный приговор. Государственный обвинитель, нисколько не обеспокоенный отсутствием в судебном заседании 3 защитников подсудимого по соглашению, запросил ему 3 года реального лишения свободы. И это государственный обвинитель, который договорился в судебном заседании до того, что вступившее в законную силу постановление этого же судьи Зубово-Полянского районного суда не обязательно выполнять. Все это есть в протоколе судебного заседания. Из всего сказанного следует неутешительный вывод. В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия Федеральная служба исполнения наказаний, отдел Следственного комитета, прокуратура и суд настолько срослись, что достаточно занести в суд обложку от уголовного дела, и человека, ни секунды не задумываясь, осудят.